С начала мандата партии ПАС в Гагаузии бытовало такое мнение, что государство слабое. У гагаузских политиков возникало ощущение, что им можно все. Брать деньги Шора и Кремля, обманывать Кишинев, даже призывать, извините, ракетой по Кишиневу, как в случае с Иваном Бургунджи. Они, не стесняясь, ждали и наверняка ждут русские танки и считали, что за это ничего не будет и быть не может. Одну кабельную сеть, которая долгие годы нарушала законодательство Республики Молдова и функционировала нелегально, Кишинев не мог закрыть. Ситуация стала меняться, когда беспредел в Гагаузии масштабировался на всю страну и начал представлять серьезную угрозу безопасности Республики Молдова. Тогда правительству ПАС удалось преодолеть саботаж в правоохранительных органах и предпринять шаги, которые показали, что государство есть и оно не боится действовать. Но при всем при этом источник поражения сознания жителей Гагаузии никуда не делся. По-прежнему есть серьезная проблема в образовательной системе, где учителя не стесняются высказывать свое мнение о вражеском Кишиневе ученикам и представлять Москву как спасителя и передавать молодому поколению те же самые фобии, которые им когда-то насаждал Советский Союз. Про страшных румынских жандармов, про то, что молдаване не румыны, и язык их молдавский, и тлетворное влияние Запада, весь тот набор пропагандистских штампов, которые сегодня можно услышать на любом российском пропагандистском канале.